Глава региона Михаил Игнатьев и военный комиссар Чувашии Александр Макрушин подвели итоги осеннего призыва. По словам военкома, ряды военнослужащих пополнили 1056 новобранцев из Чувашии. Задание выполнено в полном объеме. Он также отметил, что наш комиссариат в Центральном военном округе среди 30 военкоматов занял 4-е место по всем вопросам служебной деятельности. А за лучшую подготовку, организацию и проведение весеннего призыва был награжден вымпелом за 1-е место среди военных комиссариатов округа. С школьного возраста, с студенческого возраста воспитываем в духе военно-патриотического воспитания, это очень важно. Коллеги, встречи в течение года, то, что проводили сыны Отечества, День Победы, ряд других мероприятий, Зорница, Орленок, можно перечислять. Вот это значимо для нас. Не в каждом регионе так, по сути дела, и пожелание одно, в 2020 году уже работать еще лучше. На встрече также обсуждались вопросы подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. И один из главных, где 9 мая состоится традиционное прохождение сводного полка Чебоксарского гарнизона. Реконструкция Красной площади в Чебоксарах продолжается, и наиболее выигрышным вариантом военком считает Певческое поле. Мы все-таки будем вас не то что уговаривать, а предлагать все-таки на Певческом поле. Во-первых, мы проехали, мы посмотрели. Ну, а это мы же будет, обсуждали. да, это будет так наглядно. Даже если и туда же притянуть бессмертный пол, который будет уже вот со стороны от нашего этого здания стоять. Они же и чуть придымутся, и парад будут смотреть. Не просто там где-то далеко, они участники парада будут. Точка в этом вопросе пока не поставлена. Предполагается выбрать то место, где будет наиболее зрелищно и удобно зрителям.